Добрый вечер, уважаемые наши зрители русскоязычные. Вчера я много видео снял на русском языке. Позавчера 7 видео снял на казахском языке. По 10 минут, 70 минут. Ну, сегодня уж на татарском. А потом думаю, все-таки ладно, вот может кто-то хочет узнать, о чем речь. Ну, я начал говорить о том, что вот крайний вот этот ролик снял и сказал, что даже вот некоторые, не то что русские, а татары в Татарстане иногда вот говорят, да зачем мне татарский язык, он сдался, типа как пятая нога у собаки или как пятое колесо, значит, у телеги. А потом едут они, вот очень много тюркских государств сейчас, которые, Турции, само собой, понятно, да, взять, потом Казахстан возьмите, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, очень много, даже Северный Кипр. И потом приезжает человек, и его не понимает, потому что один, значит, товарищ у нас с Кавказа, он представитель общины, я не буду говорить, какой там. Вот он мне как говорит, я через Стамбул летел, и мы на Париж, во Францию бегали, говорит, никто нас не мог объяснить. Я думаю, ну ты, блин, в Татарстане живешь, ну что, знал бы десятки слов, так по-татарски сказал бы, тебя поняли. Вот хозяин типографии, я как-то на 5 мая люблю ходить по старой дате, день печати, просто в память, где в редакции была. Туда иду, значит, в одной части города. И там хозяин типографии мне встретился, поговорили. Он говорит, на первой автодороге тут у нас есть автомашина какая-то. Остановился, его спрашивают, как доехать там до какого-то города. Он по-русски ему, а тот не понимает. Потом, говорит, я плюнул, решил по-татарски. А он, говорит, понял, из Турции товарищ оказался, говорит. Вот так вот и понимают все-таки. И поэтому я хочу сказать, на Кипр, когда приехал, я сказал, что профессор там Туран Язган, царство небесное, он подарил мне словарь, когда я уже возвращался. А когда я туда, я говорю, в 89-м году, что ли, я избегал по Петербургу, по улицам, значит, спрашивал словарь турецко-русский, русско-турецкий, нигде не было. А тут, значит, можно было попросить, я не догадался. И вот, пожалуйста, на брат путем мне подарил. А там, допустим, вот я на Кипр приехал, и как, по-татарски изъяснялся, и меня понимали. Я вот спустился там с горы и смотрю, Ülker магазин, не магазин, привезли эти сладости. А в то время, помните, в начале 90-х, сегодня как раз, кстати, вот в одном видео сказали, что вот, а что мы боимся санкций, типа, вот из Турции же везли нам, типа, сладости. Тоже Ülker, я им подошел и говорю, а у нас, говорю, в Татарстане Ülker постоянно все продают. И разговорились, и они, значит, пригласили за стол, вытащили стол, что ли, там, у них магазин там какой-то маленький, кофе угостили, чаем угостили, подарили даже мне маленький такой этот подносик, что ли, называется, такой, с Кипром, с видом Кипра, там карта Кипра. И потом еще, значит, молоко, оказывается, они для бабушки покупают, что ли, или козу держат, забыл, а козы там по горам лазят, и вкусное молоко получается. Принесли мне, даже угостили. Вот, и друг друга понимали. Просто я хочу сказать, вот именно. А к тому же еще, вот, знаете, некоторые игнорируют, а потом все-таки, когда начинают английский изучать, немецкий. Я помню, вот учился на журфаке, и моя сокурсница Оля, она не могла там усумляутом, асумляутом, осумляутом говорить. Вместо «юбер» она «юбер» говорила, потому что она с детства не привыкла к этим звукам. Допустим, «х», вот, допустим, «н», допустим, «сон» по-английски, да. А в татарском языке они есть. Если, допустим, дети ходят вот в школу, да, и посещают татарские уроки, они вот эти звуки-то с детства лучше усваивают. Отец еще наш покойно говорил, что в молодости человек, у него там сознание это такое, даже, что говорит, в молодости лучше усваивается. Даже вот это, блин, начинаю, да, сразу тороплюсь и вспомнить не могу. Дети до рождения, там, которые я как-то писал, и здравоохранение в газете вел, и там даже музыку слушают, а у них потом способность какая-то есть, там, еще что-то там. И вот перинатальный центр, да, перинатальный центр. То же самое ребенок, чем раньше, даже в утробе матери, если он слышит эти звуки, он уже лучше усваивает. Поэтому, если в младенчестве человек слышит эту родную речь, у нас, помню, был, значит,
Александр, Шурик звали, надеюсь, он жив-здоров. Значит, Бадиков, кажется, не Бадиков, Водолазов, а его дедушка Бадиков, дядя Паня, царство небесное, и его баба Нюра мама, а бабушка, значит, тетя Маша, закадычная подруга нашей матери, которая по-татарски разговаривала. Шурика усвоил, до того так быстро говорил по-татарски, и просто все изумлялись, как будто это татарин. Он заходил как-то к нашему деду и разговаривал с ним по-татарски. Что хочу сказать? Конечно, среда влияет. Среда влияет. Но в Татарстане, хочу сказать, вот кто, допустим, там ведь заинтересованные, чтобы кадры были русские. А вот угадайте с первого раза, кого проще взять, допустим, на работу. Конечно, надо русские кадры тоже привлекать к работе в аппарат управления. И что для этого? Если он владеет татарским языком, все, ему зеленый свет, как говорится, пожалуйста. Милости просим. Поэтому человек, если изучает татарский, потому что невозможно там сказать, какой труд пригодится, какие знания чего пригодятся. Вот все-таки в свое время ваш покорный слуга в школе учился, там курсы были у нас, тракторист, машинист 3-го, что ли, класса или... Вот. Ну, а потом, видите, трактора не ходят у нас, комбайны не ходят, ладно. Потом что еще? Учился на киномеханика. Работа у них вообще такая, не бей лежачего, да. После этого журфак закончил, бумажные СМИ, газеты, да. А эти газеты тоже уходят в небытие. Вот. И стенографию изучал заочно. Из Москвы заочные курсы платные. Сейчас, в прошлом году, кажется, отменили стенографию, все. Но мы не теряем надежды что-то еще выучить. Вот, допустим, изучая языки всякие. Так что вот просто вы не пожалеете, если, допустим, для основы. Вот в Саратове, если будете проездом, зайдите в музей Чернышевского Николая Гавриловича, и вот увидите там гимназический аттестат его с 4 по татарской грамматике, потому что тогда в России, в империи российской, готовили их тоже на будущее к дипломатической работе, если что. И они вот, допустим, на Кавказе, там кумыки, нагайцы, карачаи, там балкары, значит, азербайджанцы, которых до революции татары называли, с ними на каком языке? На татарском. Вот. Потом в Средней Азии едет, допустим, как дипломат, тогда же и о завоевании или освоении, скажем, деликатнее. В Средней Азии было казахи, кыргызы, узбеки, туркмены. Эти народы все вот взять, они тоже, вплоть даже Турция. А вы знаете, очень много арабских стран входили в Османскую империю, и даже они долгое время понимали турецкую речь, поэтому даже в арабские страны могли поехать. И даже говорят, если это правда, до сих пор в некоторых странах арабских некоторые люди понимают турецкую речь. Вот, в той же Сирии, например. Так что вот, мама говорила, как-то я уж теперь вот всегда затруднялся, когда русские поговорки пытался перетолмачить на татарский манер, кальку создать. Трудно было иногда, они как-то не звучали. Вот сейчас, к сожалению, такая же затруднительная ситуация. Ну, типа, профессии там обучись и можешь презирать, что ли, типа этого мама говорила. Вот поэтому хочу сказать, что человек, который не пренебрегает знаниями, он никогда не пропадет, потому что знания — это действительно мощные, скажем так, составляющие нашего бытия, особенно знания языков, и в любом народе готовы принять, даже как гости дорогой, если так, значит, в виде вежливости, знак вежливости, жест доброй воли. Говоришь, допустим, на их языке, они просто обожают некоторые народы. Мне одноклассник, помню, Сергей, говорил, в Германию он поехал, на немецком говорил, мы же немецкий изучали в школе, там, говорит, немцы были счастливы. Я говорю, да что, конечно, я на Кипре был, там, Джилибрити, отель, там, Шато Ламбоза, и немцы оказались, везде же по-английски говорят, а тут я, значит, заговорил с ним по-немецки. Он так обрадовался, он мне говорит, чай или кофе, или что такое, коктейль. А я как Винни-Пух, значит, из мультика, говорю, и то, и другое. И меня немец угостил, хотя общепризнано, что якобы немцы скупердяи. Ничего подобного, видите, сердце любого можно, представителя любой национальности, растопить, говоря на его родном языке. Вот, так что я вот, извините, на любую лошадку сел, но думаю, что не бесполезный это совет будет совершенно, да, так что... Ну все, пожалуй, на этом позвольте завершить. Время-то истекает. Видео. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.